Здравствуйте, в эфире программа «Открытый диалог». После парламентских выборов все взоры обращены в сторону Гагаузии, ведь именно здесь произойдет следующая политическая схватка – выборы Башкана. Всего в выборах Башкана на момент официально участвует 11 кандидатов. Первый тур голосования состоится 22 марта. Второй тур при необходимости пройдет 5 апреля, и все узнают имя того, кто станет у руля Гагаузии на следующие 4 года. Предстоящие башканские выборы мы обсудим сегодня с нашими гостями, господином Вячеславом Бербекой, политолог Идис Вейтору, здравствуйте, и господином Николаем Панфиловым, координатор программ Ассоциации Промолекс. Добрый вечер. Добрый вечер. Наш диалог сегодня пройдет в формате телемоста. Моя коллега Елизавета пригласила кандидатов на пост Башкана. Сейчас я предоставлю им слово, затем мы вернемся в нашу студию для обсуждения. Елизавета, добрый вечер. Здравствуйте, Диана. Я приветствую гостей в центральной студии, участников сегодняшней дискуссии. И предлагаю провести наши дебаты в формате диалога. И участие в наших сегодняшних дебатах примут в Камрадской студии независимые кандидаты в Башканы от ООО «Гагаузия» Дмитрий Васильевич Кройтер, Валерий Федорович Яниогла и Илья Ильич Анастасов. Здравствуйте. Добрый вечер. В начале передачи участники представят свои предвыборные программы, затем ответят на вопросы модератора. Ну а после мы представим слово кишиневским экспертам, которые выскажутся о том, как проходят выборы в Гагаузии. Во второй части программы мы представим вашему вниманию телезрителей видеоопрос наших жителей о том, каким они хотят видеть будущего Башкана. В конце программы у кандидатов будет возможность обратиться к избирателям с тем, чтобы убедить их голосовать за свою кандидатуру. Диалог будет проходить в свободной форме, а я как модератор постараюсь регулировать баланс времени между ответами наших кандидатов. Итак, начнем дискуссию в нашей студии. И вначале я бы хотела попросить, чтобы вы представили основные тезисы или основные приоритеты вашей предвыборной программы. Дмитрий Васильевич, давайте с вас начнем. Хорошо. Коль у нас свободный диалог. Да, спасибо вам большое, Елизавета. Значит, я хочу сказать, что программу мы составили на основе тщательного анализа ситуации, которая сложилась в нашей автономии. И программа у нас включает очень много разделов, но в программе есть, естественно, основной приоритет. Основные проблемы, которые есть сегодня в нашей автономии, это проблема основная – отсутствие рабочих мест для трудоспособного населения нашей автономии. В связи с этим более 40% трудоспособного населения Гагаузии выехало за пределы нашей страны. И